Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Как перевести автомобиль на газ, какое оборудование нужно и как правильно все оформить. Какие правонарушения фиксируют камеры видеофиксации нарушений. Свыше 300 человек из 74 регионов страны приняли участие во всероссийском форуме «Я выбираю ЮИД». Госавтоинспекция подводит итоги по безопасности на дорогах республики за 2024 год. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит артист службы телесериалов Данил Иванов. А мы двигаемся далее. Переделкой собственного автомобиля автовладельцы обычно занимаются по двум причинам. Первое – это желание улучшить машину, что неизбежно влечет за собой дополнительные затраты. Вторая причина обратная – сэкономить за счет снижения расходов на владение и эксплуатацию. И установка газобаллонного оборудования как раз способ сэкономить для тех, кто много ездит. Ведь газ дешевле бензина или солярки, а его расход при сгорании в ДВС не сильно отличается от традиционного топлива. Разбираемся, как устроено ГБО, как его установить на автомобиль и стоит ли вообще этим заниматься. В теории автомобиль может приводить в движение любой газ, который соединяется с кислородом с выделением достаточного количества тепла, проще говоря, который горит. Для использования в двигателе внутреннего сгорания подходит газ трех видов – пропан, метан и водород. Последний называют экологичным топливом будущего. И перевести на газ можно любой автомобиль, вне зависимости от его размера и рабочего объема силового агрегата. Газобаллонное оборудование имеет два вида. Пропан, сжиженный нефтяной газ устанавливается, и также устанавливается компрессированный природный газ, это метан. Можно устанавливать на все автомобили. Зачастую бывает, граждане устанавливают газобаллонное оборудование и не оформляют, не производят изменения конструкции и вносят документы. Установка газобаллонного оборудования считается вмешательством в конструкцию, поэтому на его установку сначала нужно получить предварительное одобрение технических экспертов и запросить разрешение от ГАИ. А саму установку следует проводить только в сертифицированной автомастерской. И по окончании получить документы о выполненных работах, сертификаты безопасности и тестирование газового оборудования. Затем придется пройти техосмотр, получить финальное заключение техэкспертов, после которых Госавтоинспекция выдаст свидетельство о внесении изменений в конструкцию. С ним можно перерегистрировать автомобиль, после чего инспектор внесет соответствующие данные в ПТС. И для заметки. Газ выгоден, если у вас не новый автомобиль с объемом мотора более 2 литров и вы ежегодно проезжаете более 15 тысяч километров. При таких условиях затраты на переоборудование окупятся быстрее, ведь известно, что газ минимум в 2 раза дешевле бензина, а расход у него примерно такой же. В Якутии продолжает снижаться количество ДТП. Это связано с улучшением дорожной инфраструктуры, ужесточением наказаний за нарушение ПДД и более ответственным поведением водителей и пешеходов. О предварительных итогах работы Госавтоинспекции за уходящий год расскажет наш гость, заместитель начальника управления Госавтоинспекции Якутии Сергей Дмитриев. Сергей Данилович, здравствуйте. Добрый день. Что говорит статистика? Показатели травматизма и смертности снижаются на дорогах? Если исходить из статистики дорожно-транспортных происшествий, то на сегодняшний день на территории республики у нас отмечается снижение общего количества ДТП, а также отмечается снижение количества раненых в ДТП, но, к сожалению, отмечен рост количества погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях. Допустим, на сегодняшний день у нас на территории республики зарегистрировано 73 погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. А какие виды ДТП в основном регистрируются на дорогах республики? Основными видами ДТП, как и прежде, это является столкновение, опрокидывание, наезды на пешеходов. Основная тяжесть последствий и фиксация таких видов ДТП, как столкновение, в действительности по сей день, так же, как и в прошлые года, отмечается на автодорогах федерального регионального значения вне населенных пунктов. А какие можно отметить основные проблемы на дорогах города Якутска и в республике в целом?
Вот на территории города Якутска, допустим, вы, наверное, тоже как замечаете, как участник дорожного движения, мы ранее во взаимодействии с администрацией плотно отрабатывали по светофорной сигнализации в части касаемости установки отчетов обратного времени табло на транспортных и пешеходных светофорах. Почти большая часть охвачена, однако необходимо дооснастить такими же мероприятиями, поскольку они в действительности нам помогают участникам дорожного движения в части информирования о сработке того или иного сигнала светофора. Вместе с тем у нас имеются проблемы на территории города Якутска, это в виде колейности, да, на проезжей части, образовавшейся там из-за тяжеловесного транспорта, грузовых транспортных средств, однако, ну и, соответственно, наших климатических условиях, да, в городе Якутске. Такие же на автомобильных дорогах вне населенного пункта остаются проблемы в летний период времени, это запыленность, то есть образование облака пыли из-за воздействия колес зад впереди идущего, либо встречного транспорта, что, соответственно, ограничивает видимость. Также имеются проблемы у нас в горизонтальной дорожной разметке, это испокон веков, то есть в действительности мы, если обновляем по 2 раза за летний период времени, да, вот, горизонтальную дорожную разметку, то есть собственники дорог обновляют. Но опять же, вот, из-за того, что у нас из-за дождей, из-за того, что у нас остаются осадки, да, на проезжей части от дождей, и у нас, допустим, не везде имеется усовершенствованное покрытие, то есть примыкание у нас из песчано-гравийной смеси, то есть, соответственно, эта разметка быстро стирается, естественно, ну и приводится в негодность. Какие новые камеры фото-видеофиксации установлены в этом году? И, на ваш взгляд, удается ли им заменить сотрудников ДПС? Ну, в текущем году, если мне не изменяет память, у нас вот всего 159 комплексов фото-видеофиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. В текущем году был установлен 1 комплекс на перекрестке улиц Свердлова-Лермонтова города Якутска, который у нас позапрошлом году выступал местом концентрации ДТП, где у нас было зарегистрировано более 3 ДТП одного вида с пострадавшими. Ежегодно расширяется функционал работы таких комплексов, таких мобильных комплексов, как автоураган МС на наших патрульных транспортных средствах в количестве 10 единиц, которые распознают, в которых непосредственно включены те данные, которые нам позволяют выявлять водителей, лишенных права управления, с использованием, то есть транспортных средств с архивными государственными регистрационными знаками, не зарегистрированным в установленном порядке. То есть с каждым годом функционал комплексов фото-видеофиксации, соответственно, усовершенствуется, в том числе у нас в Якутске и в Республике Саха-Якутия. Заменить вопрос такой, знаете, он такой риторический, да, в действительности по ряду нарушений, таких как там превышение скоростного режима, нарушение правил проезда, перекрестков, в действительности этот функционал комплексовый осуществляет очень хорошо и непосредственно тем самым повышает уровень безопасности дорожного движения, в том числе культуру вождения участников, да, как и в городской агломерации, так и на автодорогах вне населенных пунктов. Однако, ну, заменить нет. Абсолютно нет. Почему? Потому что инспекторским составом, сотрудниками госавтоинспекции выявляется ряд тех нарушений грубых, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения. Такие как управление состоянием опьянения, лишенными права управления, без права управления, соответственно. Да, ну и те, допустим, нарушения, такие как выезд на встречную полосу движения. И, в принципе, большой такой спектр той работы, который необходимо, где личное участие, да, где имеется человеческий фактор, конечно же, комплексы, они, еще раз повторюсь, не автоматизированы, они заменить не могут в полном объеме. Но работу, соответственно, разгружают, направленную на повышение уровня безопасности движения. Спасибо. Спасибо. Ну а я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель начальника госавтоинспекции Якутии Сергей Дмитриев. А мы продолжаем. Всего пару десятков лет назад штрафы за превышение скорости, зафиксированные видеокамерами, были в России в диковинку.
Хотя на Западе подобные устройства массово распространились еще в конце 80-х, начале 90-х годов. Теперь всевидящее око систем видеонаблюдения неустанно следит едва ли не за каждым шагом водителя. Редкий автомобилист может похвастаться тем, что ни разу не получал хотя бы одного письма счастья со штрафом. Камеры – это уже не просто российская реалия. Они серьезно помогают снижать аварийность на дорогах. По данным Госавтоинспекции, на дорогах страны сегодня работает уже почти 10 тысяч таких камер. Большинство из них способны отследить не только нарушения скоростного режима, но и способны распознать и другие виды нарушений. Например, непропуск пешеходов на пешеходных переходах, выезд на полосу встречного движения и под знак «Въезд запрещен», нарушение требований знака движения грузовых автомобилей запрещено, выезд транспортного средства на полосу общественного транспорта, нарушение правил остановки и стоянки и другие. В настоящее время в республике установлено 159 комплексов фото-видеофиксации. Из них стационарных комплексов 148, мобильных и передвижных 11 единиц. Сведения о местах установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД, а также маршрутах движения транспортных средств с размещенными на них мобильными камерами находятся в открытом доступе на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России. Местами, где допускается установка стационарных и передвижных комплексов фотофиксации, определены аварийно опасные участки дорог, пересечения дорог, где в течение отчетного года произошло 4 и более ДТП с материальным ущербом одного вида, или произошло 2 ДТП одного вида, или 4 ДТП, независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди. Автоматические пункты весового и габаритного контроля, места, где ведутся работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог, где требуется ограничение или прекращение движения, пешеходные переходы, места, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств, перекрестки, а также места, определяемые при осуществлении контроля в области безопасности дорожного движения. В настоящее время проводятся мероприятия по модернизации информационной системы Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков по проверке с помощью видеокамер наличия полиса ОСАГО. С появлением интернет-технологий жизнь автолюбителей в плане получения различных услуг по линии Госавтоинспекции стала намного проще. С момента введения интерактивных сервисов в стране было обработано более миллиарда обращений к онлайн-сервисам. И это объяснимо, ведь не выходя из дома, всего в несколько кликов можно получить сведения об автотранспорте, водителе, штрафах и так далее. И как показывает статистика, сегодня интерактивными сервисами на сайте ГИБДД РФ обрабатывается до 40 тысяч запросов в минуту. Онлайн-сервисы ГАИ это у нас, в принципе, можно проверить через сайт госавтоинспекция.ру, где возможно выбрать выделенное окошко для проверки транспортного средства. Также можно проверить не только транспортное средство, но и, в принципе, можно проверить и через водительское удостоверение свои штрафы, ну и также на транспортное средство можно проверить также на наличие административных штрафов. Также на сайте Госавтоинспекции можно узнать места установки камер, видео, фотофиксации. Также популярностью пользуется раздел проверки водителей. Введя номер водительского удостоверения, можно узнать его статус. Простота и удобство сервиса привлекают все больше граждан, и нужно заметить, что развитие и отлаженная работа онлайн-сервиса – это не только комфорт и удобство для граждан, но и содействие общей безопасности дорожного движения. В Москве завершился Всероссийский форум юных инспекторов дорожного движения «Я выбираю ЮИД». Он объединил более 300 активистов отрядов ЮИД, педагогов и сотрудников Госавтоинспекции из 74 регионов страны. Нашу республику представили юидовцы отряда «Перекресток» средней школы номер 3 города Якутска. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Для Карины Кадыровой поездка на это мероприятие как члена ЮИД далеко не первая. За ее плечами участие в различных конкурсах и форумах в лагере «Орленок», «Океан» и «Сосновый Бор». Последний, кстати, принес девушке и ее команде первое место в конкурсе «Безопасное колесо». Все эти достижения и послужили возможностью отправиться на престижный форум в Москву, где Карина и трое ее друзей, также членов отряда ЮИД «Перекресток»,
представили Якутию. Форум проходил в городе Москва. Мы жили в отеле «Вега» Измайлова. Нам очень там понравилось, все очень хорошо. Была также вкусная еда. Мы на форуме 2 дня отдыхали, потом мы 2 дня полностью были заняты. У нас были лекции, игры, дискуссии. Потом там завтрак, обед, ужин. Илья, как и Карина, имеет такой же богатый послужной список. Поэтому неудивительно, что на форуме он встретил своих давних знакомых, юидовцев из Тюменской области. Ребята тепло поприветствовали друг друга и в этот раз уже не были оппонентами. Ведь форум «Я выбираю ЮИД» – это прежде всего встреча юных инспекторов движения, показательные выступления, мастер-классы, обмен опытом. На форуме мы создавали разные проекты. Получается, каждая команда разделялись отряд по командам и создавали свои проекты насчет того, что мы хотим создать для будущих юидовцев, чем бы они хотели заниматься. У нас были разные, получается, категории, у нас было наставничество с 14 до 16 лет. А еще ребята провели для младшеклассников Московской школы увлекательную игру «Как вести себя на дороге». У нас была как типа монополия, кидали кубик, и команда проходила вперед на столько, сколько на кубиков. Если она ответит правильно, да? Да. Если она ответит правильно, то проходит дальше. Если не отвечает, то либо назад, где они были, либо выход из игры. Организаторы подготовили для ребят большую патриотическую программу. Состоялся интересный разговор о патриотическом воспитании подрастающего поколения через современную музыкальную культуру с известными исполнителями. Юидовцы вместе побывали на ВДНХ, погуляли по Красной площади. Словом, насыщенно, полезно, интересно и весело провели время. И это здорово. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них артист службы телесериалов Данил Иванов. Данил, здравствуйте. Здравствуйте. Данил, скажите, какой у вас водительский стаж? У меня больше 10, в 2010 году получил. Угу. Вот. Волнуетесь? Ну, немножко есть. Немножко есть. Ну, мы желаем вам удачи. Будет 10 вопросов и ваши 10 ответов. Итак, внимание, первый вопрос. Вы намерены развернуться. Ваши действия. Варианты ответов. Проедете перекресток первым. Второй вариант. Выполните разворот, уступив дорогу легковому автомобилю. Третий вариант. Дождетесь, когда регулировщик опустит правую руку. С моей стороны разрешено, по-моему, все направления. Поэтому ответ второй, выполняя разворот, уступив дорогу легковому автомобилю, потому что ему тоже разрешено поворот направо. Вариант номер 2. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Вариант ответов оба. Только водитель автомобиля А, только водитель автомобиля Б. И третий вариант — никто не нарушил. Водитель автомобиля А. Так как перед парковкой нет знака парковки и как должен стоять машина. Вот. И тем самым вдоль дороги так как Б должна стоять. Тогда ваш ответ номер 2. Да, номер 2 ответ. Вариант второй принято. Следующий вопрос. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоцикла, который движется по левой полосе, информирует о его намерении. Вариант ответов: продолжить движение прямо. Второй вариант — повернуть направо. И третий вариант — остановиться. Но если прямо, то он должен был вообще, прям так, наверное, повернуть. Тут чисто по интуиции, наверное, второй вариант — повернуть направо. Наверное, так, скорее всего. Вариант номер 2. Принято. Следующий вопрос. При перестроении на правую полосу в данной ситуации вы должны уступить дорогу автомобилю, движущемуся по соседней полосе. И второй вариант — имеете преимущество в движении. Тут помеха справа, должны уступить дорогу автомобилю. Ответ первый. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности? Варианты ответов: только А. Второй вариант — только Б. Вариант третий — Б и В.
Но В точно исключение, это уже только А. Ответ А. Ну, это 1. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Как вам следует поступить, двигаясь по перекрестку с круговым движением? Вариант ответов. Уступить дорогу грузовому автомобилю. Второй вариант – проехать перекресток первым. И третий вариант – действовать по взаимной договоренности с водителем грузового автомобиля. Проехать перекресток первым, так как там нету знака «уступить дорогу». Ну, в некоторых круговых есть, бывают такие знаки, пусть в Новосибирске. Вот. Ответ 1. Уступить дорогу. Ответ 2. Проехать перекресток первым. Проехать перекресток первым. Вариант 2. Принято. Следующий вопрос. Каковы ваши действия в данной ситуации? Варианты ответов. Объедете грузовой автомобиль справа по обочине. Второй вариант. Продолжите движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосу движения. И третий вариант. Допускаются оба варианта. Обычно, как практика показывает, объехал бы грузовой автомобиль, но по правилам вариант второй. Продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль. По обочине нельзя движение. Вариант номер 2. 2. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков отменяют все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками? Вариант ответов только В. Вариант второй А и Б. Третий вариант В и Г. И четвертый вариант все. Только В. Вариант номер 1. Вариант номер 1. Принято. Точно. Следующий вопрос. Этот знак указывает что? Вариант ответов. Вы должны повернуть направо или налево. Второй вариант. На пересекаемой дороге организовано реверсивное движение. Третий вариант. Вправо и влево от перекрестка организовано одностороннее движение. Второе. Вариант? Вариант второй. 2. Принято. Последний вопрос. На каком рисунке показано правильное положение рук на рулевом колесе? Вариант ответов на левом, второй вариант на среднем и третий на правом. На правом. Вариант номер 3. Вариант номер 3. Принято. Ну что, вы ответили на все вопросы, а результаты сейчас проверит преподаватель теории безопасности дорожного движения Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые зрители. Итак, проверим знания по правилам дорожного движения Данила. Итак, первый вопрос. Вы намерены развернуться. Ваши действия. У нас перекресток регулируемый. Регулировщик показывает красном автомобиле в любом направлении. Но мы заняли левую полосу, значит, с левой полосы мы должны двигаться прямо налево и сделать даже разворот. А вот синему автомобилю мы знаем, если жезл смотрит на меня, поверну направо я. Если мы развернемся, синий автомобиль будет у нас помеха справа. Значит, выполним разворот, уступив дорогу легковому автомобилю. Ответ второй. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Ставить транспортное средство в один ряд нужно поставить параллельно краю проезжей части. Даже на местном уширении мы должны поставить параллельно. В нашем случае нарушает А. Ответ – нарушил только водитель автомобиля А. Ответ второй. Третий. Такой сигнал рукой, подаваемый водителем мотоцикла, который движется по левой полосе, информирует о его намерении. Если у нас не работают указатели поворота, мы должны подавать сигнал рукой. В нашем случае мотоциклист, согнутая левая рука, показывает повернуть направо. Ответ второй. Четвертый вопрос. При перестроении на правую полосу в данной ситуации Б. У нас полоса заканчивается, а белый автомобиль едет по своей полосе, он не меняет свое направление, поэтому мы должны уступить дорогу автомобилю, движущемуся по соседней полосе. Ответ 1. Какие из указанных знаков используются для обозначения границ искусственной неровности? Как говорится, лежачий полицейский. Это знак, конечно, А. Как вам следует поступить, двигаясь по перекрестку с круговым движением? У нас установлен знак 4.3 круговое движение. Круг в нашем случае главное, поэтому мы проедем перекресток первыми. Каковы ваши действия в данной ситуации? Конечно, двигаться по обочинам запрещается, поэтому мы
должны продолжить движение только после того, как грузовой освободит полосу движения. Ответ второй. Какие из указанных знаков отменяют все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками? Конечно, знак запрещающий 3.31 отменяет все ограничения, введенные ранее запрещающими знаками. Конец зоны всех ограничений. Ответ 1. Этот знак указывает, что у нас установлен знак 5.9. Реверсивное движение. Выезд на дорогу реверсивным движением. Значит, на пересекаемой дороге организовано реверсивное движение. Ответ второй. И последний вопрос. На каком рисунке показано правильное положение рук на рулевом колесе? Конечно, мы должны держать руки на рулевом колесе по сравнению с циферблатом часов. Или без 15,3, или без 10,2. В нашем случае ответ на правом рисунке. Итак, у нас Данил ответил на все вопросы правильно. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения. Всего вам доброго. До свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.